Договор об информационном сотрудничестве подписали сегодня Министерство охраны природы и Департамент по делам печати и телерадиовещания Якутии. Трехлетнее соглашение преследует целью объединить усилия по развитию единого информационного поля в области охраны окружающей среды, экологическому просвещению и реализации совместных проектов. После того, как под документом были поставлены подписи, руководители ведомств высказались о значении достигнутой договоренности. Соглашение дает возможность более широко, открыто, объективно рассказывать о тех проблемах, которые существуют в области охраны природы, о тех людях и о тех мероприятиях, которые проводят, чтобы эти нарушения не состоялись. То есть Министерство охраны природы в лице Департамента по делам печати получило мощнейшего партнера, который будет помогать нам проводить правильную разъяснительную работу. Министерство с департаментом имеет очень хорошие традиции, наработаны рабочие взаимоотношения. Но с приходом Афанасия Гитовича, нового руководства Департамента по делам печати, мы надеемся вывести нашу разъяснительную работу на другой, более высокий, более широкий охват нашего населения. На самом деле сегодня подписано очень важное соглашение. Дело в том, что события последнего времени в нашей республике показывают, что у нас очень такое немножко, я бы сказал, неадекватное отношение к экологии со стороны части общества. Да? В то время как в Ленском районе люди, которые требуют свободного проезда вдоль трассы ВСТО, полностью игнорируют опасности, возникающие в связи с этим, экологические опасности. Там сегодня прокачивают 50 миллионов тонн нефти в год, скорость давление, вернее, в трубе достигает до 100 атмосфер, и игнорировать такую опасность, это, по крайней мере, легкомысленно, очень мягко говоря. А тем не менее, на прошлой неделе один из представителей вот этих протестующих заверял нас публично о том, что нефтепровод представляет не большую опасность, чем какой-нибудь эскалатор в московском метро. Да, то есть налицо мы видим факт полного игнорирования экологической безопасности. В то же время сегодня преувеличенные страхи существуют в отношении газохимического ТСР «Заречье». Я бы хотел сказать только одну простую вещь. На самом деле на любой крупный ГРЭС вода, поступающая в котел, в котлы, а это 1000 кубов воды, она поступает туда дистиллированной, абсолютно очищенной от любых, не то что механических, а химических примесей. Иными словами, технологии очистки воды, причем до абсолютного дистиллята в промышленных масштабах, они были освоены и применены на практике еще в середине прошлого века. Да? И когда сегодня вытаскивается эта проблема, и нас уверяют, что там ничего нельзя будет сделать, что загрязнят реку, на самом деле это идет, скажем так, от незнания. Вот именно поэтому для того, чтобы ликвидировать экологическую безграмотность, необходимо, скажем так, плотное взаимодействие различных органов власти, в том числе Министерства охраны природы с Департаментом по делам печати. И с этой точки зрения сегодняшнее соглашение имеет исключительно важное значение, и важно оно не столько для нас, чиновников, сколько для общества.